но с гонгом, я думаю, будет не до улыбок. Так, смотрим. Первый раунд. Петр пошел вперед. Поджимает и наносит удары по корпусу. Я думаю, сейчас это очень важно. Заставить соперника опускать руки. Лишить его мобильности. Видно, Натали работает в контрманере. Неплохо двигается на ногах. Да, неплохо ответил, да? Да, неплохо ответил. Высокий у него. Хороший размах. Но пока Петр не испытывает. Так, это... И нокдаун, да? Ну, а Петр, конечно же, не согласен, считает, что он подскользнулся. В любом случае, да, ну, рефери... нужно быть внимательным, да. конечно же. Не допускать таких моментов. Главное сейчас его не кипятиться, а не поддаваться, не и идти идти доказывать, да, что... Да, не идти на поводу на эмоциях, потому что все-таки, и вот он хорошо доносит. Видно, Петр завелся. Хорошую серию он проводит. Шорста обрабатывает корпус. Да, ну, как Лула, постоянно, да, не забывает провести удары по корпусу, да, видим. Да, он очередной раз уже бьет с уклоном по печени. Не спешить, Петр все через джеб. Неплохо сбоку, все-таки 22 боя и 14 побед. Это серьезный рекорд, говорит о многом. Но он расслаблен, спокоен. И этот раунд даже с учетом нокдауна, да? С учетом нокдауна, скорее всего, он может забрать. Я думаю, что 8 раундов это достаточно продолжительная дистанция. И не стоит сейчас обострять, спокойно лучше пристреляться. Да, ну и судовое, да, будет меняться в одну сторону, а то в другую. Да, достаточно быстрые руки, подвижно, все видит. В очередной раз он с передней руки боковой такой, полукосой снизу бросает. Так, ну первый раунд заканчивается. Интересный бой. Сейчас, да, понаблюдаем за... Отличный раунд. И это, конечно, приятно такое посмотреть, когда бой обоюдно конкурентный. Да. Так, смотрим. Да, попал, оказывается. Попал, он попал. Да. Еще раз посмотрим. Висок удар пришелся. Да. Нужно быть, конечно, повнимательнее. Ну, в бою всякое случается, но они и боксеры, я думаю, что Петр с этим справится, восстановится. Ну, я думаю, он уже восстановился. Да, конечно, и раунд это показал. Тем интереснее противостояние, тем интересен бокс. Хороший удар. Еще попал. Левый труд. Снова джек. Мне кажется, держится этого плана. Атаковать по животу, на голову. Ну и правда, конечно, поближе к подбородочку держать. Очень опасно выкидывать Натаниэль свой крюк с левой руки. Причем
чередует и бьет и сбоку, и снизу в голову, и снизу по печени. Да, неплохо размен получился сейчас. Сейчас Петр, по-моему, зацепил ударом Да, с правой, да? правой через руку. Передний. Еще столкнуть. Отлично работал. Как все правильно. Нужно атаковать по животу, заставлять пускать на Даниэля руки, лишать его мобильности. Надо, Эту то есть, подготовку да, полегче надо работать. выбрасывать удары, конечно, Павлов поднимает новый ресурс у спортсмена. Петр уже больше года тренируется в Москве, но именно подготовку к этому бою он провел в Якутске с спарринг-партнерами, с ребятами из Якутии, практически со всеми. Левый сбоку, по животу.
Обмен хороший. На эмоциях отличный раунд, конкурентный, еще раз повторюсь, конкурентный, а чем более конкурентные бои, тем интереснее зрителям. Ну, да. Два раунда позади, Давай. на 6 еще остались. Лучшие моменты этого боя здесь Петр несколько раз. Через блок пробил, мне кажется, да, все-таки этот... Ну, был еще момент, когда да. он справа вот ровно достал своему сопернику. Здесь блок снова. Вот здесь он хорошо поймал через руку, и сейчас он еще раз с правой. Джеб. Третий раунд. Да. Вот он, Вот этот вот он. удар. Да. Мы видим, как эмоционально реагирует на бой отец Петра. Можно его понять. Я Конечно. сам сейчас сидел, смотрел бой и, по-моему, волновался больше, чем Назар. Так, а третий раунд. Петр Васильев сразу ринулся вперед в атаку. Удар с правой проходит. Образовалась гематома в правом глазе. Хороший обмен. Да, ну что, не отнять у Петра Васильева это характер, наверное, да? Характер. Он будет идти вперед в любом состоянии, при любом раскладе. Причем Петр умеет боксировать и вторым номером, то есть у него достаточно широкий арсенал. Он может практически все. Хорошая серия пошла. Но использует вот, работает в такой манере. Джеб не ставит на турнир. Вот смотрим, Натаниэль пошел вперед. Интересный раунд с переменным успехом. Я вижу, Петр боксирует с улыбкой, провоцирует Натаниэля, достает снизу. И так, может быть, это тактический ход дать, вытянуть на себя Натаниэля. Не всегда ребята, которые работают в контурной манере, умеют идти вперед. Петр попал с правой руки. О, и Левый слева. попал передний, да. И левой Да, скачковый, да. правой. Ну, мне вот концовка вот этого раунда очень нравится от Петра. Несколько результативных атак. Заканчивается раунд. Да. Очень интересный. Ну, я думаю, этот раунд Петр забрал 100%, как и предыдущий. Да. Но, Первый раунд, да. Первый раунд, конечно, там. но с учетом нокдауна в первом раунде и 10-8, сейчас у них ничья, паритет. Но тем интереснее смотреть, да, дальнейшее продолжение этого боя. Мы в предвкушении четвертого раунда. Что же советует Натаниэлю? Вот что интересно мне.
моментами третьего раунда. Еще раз напоминаем, 8 раундов должны провести боксеры. Сейчас наступил черед четвертого раунда. Снова идет вперед. Снова удары по корпусу. Петр поймал кураж. Выцеливает, как охотник. Удар по корпусу заходит. Да, ну, четвертый раунд, Петр Ну, вторым номером работает, да? Да, в контратаке у него неплохо получается. Я говорю, у него достаточно широкий арсенал. Спортсмен, который высокий, не всегда удобно идти вперед, не всегда удобно создавать моменты. Он сам может где-то натыкаться. Левый боковой проходит Натаниэля. Джеб. Да. Хорош. Пропустил, ответил. Да, заруба началась, капа вылетела у кого-то. Рефери не замечает, Да. что вылетела капа. У нас продолжается заруба. Никто не останавливает бой. Да, ну, бой, безусловно, бескомпромиссный. Да, у намибийца отлетела капа. Да. Ну, это, конечно, один из лучших боев, которых этого вечера. Достойный соперник. Своеобразная такая техника. Всех парней из Африки. Немного корявый. Да, не такая классическая советская, да? Причем ребята просто как взорвались трибуны. Конечно, это непередаваемое ощущение. Васильева. Концовочка раунда. Здесь надо набирать очки. Отличный раунд. Молодцы ребята. Да. Приятно посмотреть. Так, ну позади половина боя. 4 раунда, ну, неплохая заруба была. Да, ну, Петр Васильев чуть-чуть начинает, да, выходить по очкам. Вперед. Небольшими, да. Но, да, вот здесь была заруба. Конкретная, да. Мне кажется, здесь он больше оступился. Да. Не был потрясен. Скажем, немного из равновесия его Натаниэль своим ударом вывел. Так, пятый раунд. Да, у Натаниэля. Вторая Кахалолу тоже гематома под левым глазом. Но ее, конечно, менее заметно, чем у Петра. Особенно стекло, наверное. Хороший удар проводит Петр через руку. Получает джеб. Достаточно скоростной боксер Натаниэль. Ух ты! Хороший удар.
тяжесть ударов, Непростой ударов бой. чувствуется, да, под рингом. Конечно, конечно. Непростой бой для Петра. Но, Возможно, даже самый сложный из возможно, но именно в таких боях, я думаю, он и растет как спортсмен. Стоит джебом. Зал скандирует. Петя, Петя. Видим, Петр поймал кураж на улыбке. И Натаниэль заряжен. Да, я вот слышал, сказывают, двигаться, не стоять в канатах. Интересная очень защита. Так, небрежно отводя голову, уходит от удара в самый последний момент. Натаниэль. Закидывает свой. атакует Натаниэль. Ой, хороший удар. Красиво с правой руки. Но, надо сказать, Натаниэль держит удары. Сейчас Натаниэль нанес хороший удар по животу. Концовочка раунда. Отличный раунд, нестандартная техника парня из Африки. Но, по-моему, Петр берет под контроль бой. Уже прочувствовал соперника и многое видит, конечно. Да, смотрим за наиболее яркими моментами. В углу Петра работает один из лучших катманов России. Постоянно он присутствует на чемпионатах России. Работает с лицом, и это, конечно, большой плюс. Секунданты за ринг. 6-й раунд. Да, у нас осталось 3 раунда провести. Ну, здесь уже, да. Хорошую защиту демонстрирует Натаниэль. И она нестандартная. Можно даже чему-то поучиться у него. Да, Петр радует, улыбается, да? Да. Можете провоцирует соперника, вызывает. Да. Петр попадает навстречу с правой руки. Брызги отлично влетают Да. в головы Еще раз. Натаниэля. Пускает по печени Натаниэль.
Петр тоже выбрасывает свой джеб, который тоже достигает цели. 50 секунд до конца Джеб. шестого раунда. Функционалку Петр прошел в фитнес-клубе Idol в Якутске. И видим, что пока неплохо, да? Да, функционально он готов. Всегда отличался хорошей выносливостью. Попадает справа. Да, и у нас завершается шестой раунд. Впереди осталось еще два. Два раунда и... Возможно, даже чемпионские, да? Интрига в бою у нас еще сохранена, но Даниэль остается опасен. Хотя Петр, конечно, многие моменты уже видит. Достаточно жестко их встречает. С правой руки у него много заходит. Вот один из этих ударов. Здесь было точное попадание Даниэля. Седьмой раунд главного поединка вечера профессионального бокса в Якутске. Триумф забит полностью. Да. Все трибуны, свободных мест нет, и я думаю, зрители не пожалели, что провели этот вечер здесь. Да, пошли, да, в зарубу боксеры. О, хороший, да. Правый, левый боковой. Уходит на Даниэль здесь. Снова левый боковой. Здесь уже достает Даниэль. Петя сканирует трибуны спорткомплекса «Триумф». Однозначно. Лучший бой сегодняшнего вечера. Не зря он стоит главным событием. Чувствительный соперник у Петра Васильева. Да, и будем мы надеяться, что вызов севера, да, вечер профессионального
профессионального бокса и последний турнир в Якутске. Глава города Якутска Евгений Григорьев говорил, что такие турниры будут проводиться регулярно. Конечно, это для всех поклонников бокса хорошая новость. Будем надеяться, что и любительский, и профессиональный бокс не только у нас, в Якутске, но и во всей республике будет развиваться. Наши спортсмены без рук в любительских, профессиональных рингах. Мы увидим их в больших боях. Концовка раунда. Хорошая мяч. Бескомпромиссный бой. Петр каждый раунд благодарит своего соперника на улыбке. Очень приятно посмотреть на такое. Да, и у нас позади 7 раундов. 7 раундов пролетели как один просто. Да. Впереди последний бой, он трудный самый, или говорят последний, это чемпионский раунд. В любом случае. Да, Петр встает. Петр последние 3 раунда, мне кажется, выглядит более предпочтительно. Да, он Получше. Ну, мы видим, и Натаниэль где-то там попадает, конечно. Остается до конца опасен, но Петр забирает эту. Забрал практически каждый раунд. Последний бой, последний раунд главного поединка вечера. Через 3 минуты мы узнаем имя победителя. Зал стоит на ушах просто. Хороший удар. Джеб в голову. Хорошая серия. Снизу, сбоку. И пробил 2 очень плотных удара по животу. Но Натаниэль
Да, на все камень, равно камень. остается опасным. Я, честно говоря, даже не знаю, если бы сам такие удары пропустил. Очень жестко смотрелось. Еще затяжная серия. Минута 10 остается. Немного смазан, конечно, раунд. Клинчует Натаниэль. Да. Но можно понять, пропускает достаточно сильные удары. Хорош. Да и считанные Остается секунды. 40 секунд. Ох ты, хорошо попал. Он держит Да. удар. Это просто удивительно. Да, там стрел буквально взрывается. Вот. 26 секунд остается. Да, но здесь надо быть тоже внимательным. Концовочка. 15 секунд. 15 секунд. Классный бой. Да. Классный бой, классные обмены. И все. Бой Бой заканчивается. заканчивается. Действительно очень яркий, красивый бой. Вечер профессионального бокса в Якутске состоялся. С вами мы посмотрели, стали свидетелями 8 жарких поединков. Ну и в главном бою. Главный бой действительно стал самым главным и интересным. Да. И по эмоциям, и по конкуренции, и по технико-тактическому мастерству. Да, и сейчас кубок победителю будет вручать глава города Якутска, вновь избранный председатель Федерации бокса города Якутска Евгений Николаевич Григорьев. Вызов с севера. Видим, Евгений Николаевич доволен вечером, Да. доволен боем. Призывает болельщиков. Никто не уходит. Я думаю, что, конечно же, Петр достоин этих аплодисментов, этой поддержки. Он показал действительно красивый, яркий бой. Они провели с Натаниэлем, Кокололо. Да, и, внимание.